Мы живем в мире условностей, и по условиям нашей жизни Рождество должно быть снежным. Нам даже как-то трудно себе представить, что 2000 лет назад, когда Вифлеемская звезда возвестила миру о рождении Спасителя, в Назарете не было ни снега, ни мороза, там вообще о таких явлениях и не слыхивали. Все случилось далеко от России. Но что удивительно, и мы, и весь мир считают Рождество родным и важным событием. Сейчас мы живем в условиях узаконенной нелепицы с датами, и Новый год по новому стилю приходится на дни самого строгого рождественского поста. Само Рождество большей частью людей воспринимается просто как приятное продолжение новогодних празднеств, и глубинный смысл праздника Рождества оказывается незамеченным. Но если в эту особенную ночь человек оказывается в храме, то душа открывается навстречу великому событию, которое невозможно сравнить ни с каким другим, и в которое мы верим безоговорочно, потому что все мы дети Божьи, и в каждом из нас живет божественное начало. В Никольском соборе на богослужение всегда бывает много людей, но на Рождество, сами видите. Праздник Рождества Христова начинается с ожидания. И главное в этом ожидании пост, длящийся с 28 ноября по 6 января. Пост готовит дух и тело к восприятию самого события Рождества Христова, к участию в нем. Церковь понимает, насколько это важно – ожидание праздника. Подобно тому, как волхвы, восточные мудрецы, шли в Вифлеем и ожидали увидеть родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему дары, так и мы, совершая пост, совершаем духовный путь и приносим Господу свои духовные дары. Мы встречаем воплотившегося Бога, осуществление ожидаемого, того, кого предрекали пророки, того, кого очень ждал народ, Он пришел. Днесь Христос рождается, Христос воплотился, Он рождается. Ликует наше сердце, потому что мы встречаем того, кто нас спас. Вот представляете, вы погибали, а вот Спаситель, и Он ваш. И поэтому Церковь, смотрите, что поет. Христос для нас вечное сегодня. Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы, а Он родился 2020 лет тому назад. Нет, Он преграждает все временные рамки, и для нас это сегодня. Но сегодня родился тот, кому мы очень рады. А потом вникните, что принесли нам, какую песнь ангелы. Слава Вышних Богу, и на земле мир. Какой мир? Войны идут все 2000 лет, люди умирают. От чего спас? Вот вопрос. А спас от того, что род человеческий после греха Адама находился под проклятием. Природа человеческая была грехом повреждена. И Христос своей смертью, своей жизнью, своим воскресением воссоединил падшую человеческую природу в себе самом. И от него пошел новый род. Апостол Павел его назвал второй Адам, Христос. И теперь кто со Христом, кто верит в Него, смерти нет. Вы слышите меня? Нет смерти. Мы со Христом. Царство Божие внутрь вас есть. Человек, иди за мной. Приду и вселюсь в вас, говорит Христос, и буду вам во Отца, а вы будете мне в сына и дочери. Представляете? Вот что Он сделал. За 9 месяцев до рождения Христа, а значит и Рождества Христова, происходит событие, получившее название Благовещение Пресвятой Богородицы, когда архангел Гавриил приносит Богородице благую весть о том, что она станет Божьей Матерью. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Тайна Боговоплощения недоступна уму человеческому. Но эта величайшая тайна связана с двумя другими тайнами, близкими каждому человеку. Тайной рождения и тайной любви.
Спаситель рождается в человеческом роде. Это не какой-то отвлеченный, посланный нам Бог, не имеющий родства и связи с людьми. Бог принимает плоть человеческую. Он, рожденный от Святого Духа, принимает весь наш психофизический мир, потому что для Него, чтобы спасти человека, нужно было познать Его до конца, нужно было пройти весь земной путь человека от рождения через страдания к смерти. И Бог проходит его и делает это из любви к нам. Первые 330 лет в истории христианской веры из-за ее гонения Рождество Христово не праздновали. Только в IV веке римский император Константин Великий разрешил христианам открыто исповедовать свою веру и возвести церковь Рождества. С тех времен этот день начал почитаться как великое событие. Однако, начиная с XVI века, весь христианский мир разделился и отмечает этот праздник в разное время. Католики 25 декабря, а православные 7 января. Сегодня существует тысячи иконографических образов Рождества Христова, где нет ни одного лишнего элемента, где каждое изображение символично. В первых христианских изображениях Рождество Христово выглядело обычным рисунком, где изображали ясли с младенцем и склоненную над ним Богородицу, праведного Иосифа и ангелов, пастухов и волхвов, ослика и вола или корову. С VI века сформировалась иконография Рождества Христова, которая остается до XXI века. Византийская иконография Рождества Христова включала в себя 3 плана – верх, небо, центр, соединение неба и земли, и низ, землю. Древнерусская иконография, многие века следовавшая византийской традиции, в XVII столетии заимствовала манеру западноевропейской живописи. На фоне неба яркая Вифлеемская звезда касается земли и символизирует выражение «Рождество – это небо на земле». Со времени рождения Христа небо стало открытым человеком, означающее, что путь на небо открыт, и таким образом можно приблизиться к Богу благодаря стремлению человеческой души вверх, к вершине. Часто в иконографии используют образы вола и осла. Это образы 2 миров – израильского и языческого, для спасения которых пришел в мир Господь. Форма яслей, напоминающая форму гроба, также символична. Христос родился в мир, чтобы умереть за него и воскреснуть для него. Пастухи и язычники, волхвы также символичны. Отныне каждый человек может найти свою дорогу к Богу. Он приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и сам факт его рождения – это уже наше приближение к Богу, потому что, по словам митрополита Антония Суржского, всякий человек уже тем он человек, что приобщен к тайне Христа. Отныне человек не одинок в этом мире. Христос стал человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы сами разуверились друг в друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Дорогие братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим веселым, светлым, мироспасительным праздником Рождества Христова. В эту священную ночь мы стоим как бы перед яслями новорожденного Богомладенца
И от нас зависит, войдем мы ли, чтобы увидеть Его. Та была ночь, и та была зима. Вот если в нашем сердце ночь и зима, то мы не увидим Христа. А если мы зайдем туда, то есть откроем двери своего сердца, и Христос воссияет в нас, и свет Вифлеемской звезды нас озарит. Я всех так сердечно хочу поздравить и от самой глубины своего сердца пожелать всем, чтобы Господь вселился в каждого из нас через веру святую, через молитву, через святые таинства, через церковь, чтобы Христос то, чему нас научил, мы бы это воплотили в своей жизни. Ведь вникнем в те слова, которые пропели ангелы в ту священную ночь. «Слава Вышних Богу, и на земле мир». Господь принес нам мир не в политической системе, а мир в нашем сердце. Дай Бог, чтобы праздник Рождества Христова вселил бы в наши сердца мир, благость, милосердие, чувство добра, любви. Всех с праздником! По условию современного бытия Рождество в России – зимний праздник. У нас даже суровые морозы называются рождественскими. При всем том, мы это чувствуем своим Божьим существом. Это очень теплые душевные дни, когда люди дарят друг другу не только подарки, но и свою любовь. Любовь – это дар всем нам от Бога.